это самая высокая точка золоторазработки на северном полушарии. Дробилка, первичная дробилка, через которую проходит руда, которую заводят с карьера. А это питающий конвейер номер 3 питания фабрики. В среднем поступает 700-750 тонн в час. Это участок флотации. Основной целью флотации это обогащение полезной руды. То есть, простым языком, если у нас на фабрику заходит 3 грамма золота на тонну, то здесь мы, разделяя, обогащаем это в 10 раз, можно сказать, 30 грамм на тонну. Ну, у нас называется это контрольная комната. Здесь в основном следят и контролируют общие процессы фабрики, а также поддерживают связь с внешними отделами и структурами. Без воды работа фабрики немыслима, поэтому для экономии расхода воды у нас есть сгустителя. Добавляется флокулянт на сгуститель, твердая часть оседает, осветленную часть мы забираем и используем вновь в цикле. Производительность нашей фабрики составляет 16-17 тысяч тонн руды за сутки. Значит, содержание золота в руде колеблется примерно от 3 до 5 граммов на тонну. Сколько выплавляем золото, это зависит от содержания золота в питании. Здесь, значит, является конечным участком нашей фабрики, где выплавляется конечный продукт сплав Доре. Сплав Доре – это, значит, сплав золота и серебра. И где-то в процентном соотношении где-то 5% попутных металлов. То есть, например, в этих слитках где-то процентов 75-80 золота и 20-15% серебра и 5-7% попутных металлов, ну как железо, медь, никель, свинец и так далее. Уникальность золотоизвлекательной фабрики нашей состоит в том, что здесь установлена автоматизированная система управления Факсбора. Как вы видели в контрольной комнате, это является как бы сердцем фабрики. Всю нашу продукцию мы продаем в Кыргыз-Алтын, потому что Кыргыз-Алтын имеет исключительное право реализации золота на территории Кыргызстана и за его пределами.